прибытие внутренних туристов, да, может быть, туристы из стран СНГ также побывали у вас в республике. Вот, конечно же, очень интересно сравнить, насколько было провальным сезон туристический летом, может быть, даже наоборот, за счет того, что человек, конечно, хочет отдыхать. Спасибо. Да, большое спасибо за вопрос. С радостью расскажу про достопримечательности, про статистику. Пожалуй, начну со статистики. За это лето по расчетам, по статистическим данным к нам приехало в 2,5 раза, почти в 3 раза больше туристов, чем за предыдущий сезон летний. То есть здесь явный интерес к Башкирии мы наблюдали. Это как соседние регионы, так Москва, Петербург, будете удивлены, даже Мурманск, мы смотрели статистику. Наиболее посещаемые наши природные объекты – это территория геопарков, территория геопарка Таратау, территория геопарка Янгантау. Как вы, наверное, знаете, первый геопарк в России, который вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, это как раз-таки геопарк Янгантау, который, собственно, славится сейчас в международном сообществе, и мы его развиваем всячески, делаем удобнее для туристов, для посещений, в том числе иностранных туристов. Шульганташ, Капова пещера. Подобные пещеры есть всего 3 в мире. Это Испания, Франция и Башкирия. Огромный поток туристов за выходные дни, просто безумный шквал. Мы понимаем, что, конечно, требуются еще дополнительные средства размещения, судя по летнему туристическому сезону. Если говорить про некий спад, то, безусловно, в валовом эквиваленте по вкладу в ВРП в прошлом году туризм немного просел, так же, как и во всей России, потому что пандемия нанесла достаточно серьезный урон, но обозначила одновременно точки роста. И для наших геопарков, и для наших туроператоров, и для всех, кто так или иначе причастен к сфере гостеприимства. Потому что вот сейчас очень видно, насколько все друг без друга мы не можем, как такой часовой механизм, когда сфера гостеприимства складывается совершенно правильно из гостиниц, из ресторанов. И сейчас турист, он ведь особенный. Мало только природной красоты, нужна еще инфраструктура. Природа в Башкирии, конечно, уникальна. Это Юмагузинское водохранилище, это и подводные пещеры, и горы, и зубчатки инзерские, и огромное просто количество и тысячников, которые можно посетить с разной степенью подготовки. И Большая Южноуральская тропа, проект, который мы в прошлом году запустили успешно. Поэтому пандемия для нас, конечно, огромный урон нанесла для туристического бизнеса, но одновременно позволила нам взглянуть, как я уже говорила, другими глазами на турбизнес. И в этом году уже приняли, одобрили 3-й пакет мер поддержки для туристического бизнеса на региональном уровне. Поэтому, собственно, работаем, делаем туризм комфортнее и привлекательнее. Большое спасибо за высокую оценку потенциала республики. Большое спасибо. Буквально одну минутку. Тоже интересует один вопрос. В рамках утверждения нового национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство», вот расскажите, пожалуйста, какие шаги вы предпринимаете и как вы видите потенциал развития событийного туризма? Насколько я знаю, Башкирская ССР в Союзе занимала такую активную позицию именно в продвижении туризма спортивного, да, в том числе очень много всесоюзных слетов происходило, из спелеологов, пешеходных туристов именно у вас. Вот расскажите, пожалуйста, как вы себя позиционируете в рамках нового национального проекта, как республика? Спасибо. Да, Башкирия – это история про экотуризм, про, безусловно, горнолыжный туризм. И в первую очередь мы позиционируем себя как всесезонный туризм. В связи с тем, что нам безумно повезло, я уже говорила про горы, и на всю страну, ну и, собственно, на ближнее зарубежье известный курорт наш Абсаково-Банная. Сейчас мы активно ведем работу по всесезонному курорту Мураткина, по развитию инфраструктуры. Вы правильно подметили, как раз-таки на горнолыжном курорте Мураткина есть спортивная школа, достаточно знаменитые воспитанники, большое количество воспитанников уже профессиональным спортом занимаются.
По спортивным мероприятиям продолжаем. Мы соседствуем с регионами, с Челябинском, Магнитогорском. И здесь, опять-таки, развитие горнолыжного туризма и вот такого спортивного, правильного, событийного, оно тоже имеет место быть. По поводу МАЭС, но, опять-таки, есть все. Есть конгрессно-выставочные центры, есть подготовленные команды, есть Конгресс-бюро Республики Башкортостан, которое занимается активно событийными мероприятиями. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, в республике проходил урбанистический форум, Международная неделя бизнеса, но, наверное, по посещаемости, по вот такому вот правильному совмещению гибридного формата цифры говорят сами за себя, и большое количество было посещений, и приезжали к нам со всей России, поэтому событийный потенциал, конечно же, высок. И не останавливаемся мы на достигнутом. В этом году у нас пройдет чемпионат WorldSkills, молодые профессионалы. В этом году запланировано проведение World Travel Technology Awards и также фольклориады. То есть вот такие всемирно известные мероприятия пройдут именно в Республике Башкортостан. Элина, я как представитель гастрорынка Екатеринбурга интересуюсь, что же увозят туристы с собой? Я знаю, что ваша земля знаменита сладостями, такой большой вкусный чак-чак, баурсаки, мед. Вот что необычного увозят с собой туристы? Расскажите, пожалуйста. Туристы везут все. Я сама как турист и как представитель Башкирии везу всегда с собой мед, это абсолютно точно, это уникальный наш липовый мед, это бортевой мед, если кто-то не пробовал, очень рекомендую попробовать, очень полезный. Также есть бренд башкирского гуся, приезжайте в республику попробовать, что это такое, чем отличается башкирский гусь от небашкирского. Везут кумыс, в сезон, переживая, приезжали к нам один из федеральных каналов летом, увезли с собой кумыс, очень сильно переживали, что не довезут, довезли, сказали, все хорошо. Это курот, природный мизим, мы так его называем, поэтому везут в основном продукты. Но сейчас мы активно работаем над сувенирной продукцией, и расскажу небольшую тайну. Сейчас очень большая работа проводится с коллегами-предпринимателями. Они производят ремесленный шоколад. Будет ремесленный шоколад с башкирскими травами. Классный, правильный, настоящий, не тот, который мы сейчас покупаем в магазинах, а настоящий из какао-бобов. То есть вот теперь Башкирия у нас будет еще, мы надеемся, ассоциироваться с правильным шоколадом. Спасибо вам за выступление. С удовольствием. Большое спасибо. Приезжайте, мы вас ждем. Большое спасибо. Коллеги, я отключаюсь и еще раз прошу прощения, но вот такой у нас мир сейчас. Спасибо, что пригласили, и добро пожаловать в Башкирию. Взаимно. Мы вас тоже ждем в сердце Евразия, к нам на форум, а информацию более подробно мы обязательно передадим. Спасибо большое. Спасибо, отличного дня. Уважаемые коллеги, а мы переходим к выступлению Антона Владимировича Полеева, полномочного представителя Общенационального союза индустрии гостеприимства по Уральскому федеральному округу, генеральному директору тренинго-консалтинговой компании «Академия навыков» и эксперту федеральных грантовых конкурсов. Антон Владимирович, расскажите, пожалуйста, что у наших соседей происходит интересного в сфере туризма и индустрии гостеприимства? День. Всех рад приветствовать. Наверное, я все-таки с презентацией тогда сразу же выступлю, конечно. чтобы было удобно. Поделиться тем опытом, который мы сделали в рамках работы по Тюменской области и в рамках всего Уральского федерального округа. Начну я с небольшой презентации. Я представляю Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Это федеральная организация, целью которой является в первую очередь это консолидация, это помощь туриндустрии по разным абсолютно направлениям. Здесь, чтобы долго не рассказывать об организации, это основные вехи, почему стоит вступать в нашу общественную организацию.
что вы получите по итогу вступления. Но самое главное, что поскольку мы являемся федеральной организацией, практически все виды работ, все виды поддержки, они, конечно, мультифедеральные, соответственно, практики, которые мы транслируем, могут быть полезны для туротрасли любого региона и любого города. Я отвечаю за Уральский федеральный округ, и здесь есть некоторые особенности. Несмотря на то, что мы, в принципе, располагаемся компактной, достаточно развита коммуникация между представителями туротрасли, между муниципальными служащими, но этой коммуникации все равно не хватает. Очень часто я слышу, что туроператор не может найти коллегу туроператора в том или ином городе, либо не понимает, насколько его уровень профессиональный действительно соответствует тому или иному запросу. То есть запрос на круглые столы, запрос на внутреннюю коммуникацию и поделиться информацией – это действительно то, что мы решаем. У нас есть несколько комитетов по доступной среде, по кадрам и образованию, по караванингу, то есть абсолютно разные направления, которые мы курируем, помогаем. У нас также есть большой пул экспертов, которые помогают в написании проектов и доведении их до грантовых конкурсов, соответственно, такая помощь оказывается. Отдельно бы хотел сказать о том, что Общенациональный союз индустрии гостеприимства обладает несколько очень классными информационными площадками, в которых действительно сосредоточены разные контрагенты. Многие туризм воспринимали только как отели, рестораны, ну такая достаточно узкая, специализированная, но это ядро туризма. Но если мы говорим про сферу гостеприимства в целом, то это абсолютно все области. Это и транспорт, это и салоны, это и wellness-индустрия, и даже тот же маникюрный салон, если он стоит по ходу действия или исследования группы, он тоже является частью гостеприимства. Водители такси, транспорт – это входные окна, ЖД-транспорт, аэропорт и так далее. И здесь были проведены ряд практических опытов, можно сказать, в которых мы выяснили очень интересную вещь. Если, в принципе, заинтересует участие в работе Общенационального союза индустрии гостеприимства, естественно, я оставлю контакты, можно будет позвонить, будем рады сотрудничать. Отдельно я бы хотел остановиться на том, собственно говоря, что мы сделали и как это действительно помогает развивать туриндустрию сейчас в современном мире. Без коллаборации, без координации, самое главное, без кроссфункционального взаимодействия не будет развития. Да, пандемия действительно подкосила туротрасль, это правда, но она заставила нас посмотреть на нашу же работу по-другому, потому что если мы говорим о работе внутри страны, если мы говорим о развитии территорий как таковых и регионов, мы должны понимать, что есть механизмы для внутреннего роста. Да, хотелось бы инвестиций, да, хотелось бы, чтобы инфраструктура догоняла наши амбиции, потому что, естественно, туризм – это в первую очередь база, это инфраструктура. Но мы подумали и придумали, скажем так, один из вариантов, как можно зарабатывать, находясь в системе гостеприимства, за счет того, что мы можем правильно координировать свои действия, передавать клиентов друг другу. Первая сцепка, которую мы увидели и действительно помогает, это водители такси. Как водители такси могут действительно преобразить и улучшить развитие региона и, например, насытить клиентами те же экскурсионные бюро. Да, водители такси – специфическая категория с точки зрения обучения, но если мы подойдем правильно скриптами, то мы провели небольшой эксперимент. 5 машин, которые работали в аэропорту и которые работали в ЖД. Их основная задача была произносить 3 предложения. Проработанные скрипты. Финальное предложение было о том, что посетить ту или иную экскурсию. Количество звонков превысило ожидаемый результат. И если устанавливаются грамотные экономические связи с точки зрения агентских выплат, то насыщение максимально. Дальше у каждого региона есть свой бренд. У нас есть Visit Human, это шильдик, это различные направления. Сейчас Тюмень себя позиционирует как термальный курорт и прочее, и прочее, и прочее. И у Екатеринбурга есть, и у Челябинска есть, и у Кургана. Так вот, бренд единый лег в основу продвижения территории. Когда используется единая брендовая составляющая для продвижения разных турпродуктов, это позволяет упрощать коммуникацию между потенциальными продажниками и той целевой аудиторией, которой мы хотим донести свой турпродукт. Здесь мы имеем в виду не только внешние потоки приезжих, но еще и внутренние потоки, потому что очень
очень часто люди, проживающие внутри региона, не знают, где отдохнуть. И эта практика позволяет нам эти потоки перенаправить. И самое главное, здесь опять-таки я бы хотел о практике поговорить, расширение среднего чека. Тот турист, тот отдыхающий, тот потребитель наших услуг на самом деле сейчас не оставляет даже половины потенциальной суммы, которую он бы хотел. И здесь много факторов, проводили опросы. Один из важных моментов – это ценность, и можно ли отдать там 10-20 тысяч за отдых в родном регионе, или лучше я отдам 20 тысяч за отдых в Турции. И здесь очень много таких превентивных мер, которые уже разработаны, и которыми мы бы хотели с вами поделиться, а самое главное – услышать от вас обратную связь, посмотреть, как это работает в разных регионах. Поэтому у меня конкретное предложение для всех участников нашего круглого стола действительно запустить механизм, в котором мы бы посмотрели другие кроссфункциональные передачи значит, клиентов, передачи информации и прочее. Значит, быстренько проведу. Значит, проговорю технологию. У нас есть несколько стадий оценки. Сейчас каждый оценивает турпотоки и туриндустрию по-разному. На самом деле нужно начинать с самого простого. Как оценить тот же турпотенциал или способность той или иной компании? Мы начали смотреть, насколько удобно вас найти в телефоне. Насколько я удобно могу найти быстро информацию, где отдохнуть в Екатеринбурге безопасно, по разным целевым аудиториям. И здесь разная компания из простого юзабилити, который мы можем просто потестировать сайт на баге, мы пришли к понятию туристского юзабилити или гостеприимного юзабилити, в котором легко перейти именно в систему гостеприимства. Тайный турист, онлайн-турист позволяет, значит, дистанционно и уже на месте посмотреть, внимание, профиль региона. На данный момент, ну, наверное, будет чрезмерно громко сказать, но на самом деле мы не видим профиль региона в целом, ну, любого взять региона, если. То есть что такое профиль? Это не только, если мы берем обучение, то это... Если переходить прямо на прямое предложение, технология продаж. У нас есть приветствие, отработка возражений и так далее, и так далее. Не надо всему учить. Есть факторы, которые работают хорошо. Нужно понять, где западает звено и почему мы не дорабатываем средний чек или мы не дорабатываем продвижение той или иной территории. Дальше, ну, это временные промежутки. Про туристский аудит я вам только что проговорил. Соответственно, система должна быть модульная подход. То есть мы не можем глобально заходить и учить. Ну, это все равно, что из пушек по воробьям стрелять. Нужно точечно отрасль поддерживать, потому что в эпоху сокращения расходов на отрасль, на возможность поддержки нужно использовать это точно. Для этого нужно понимать, куда эти вливания финансовые, собственно говоря, оказывать. Вот, эта схема, которая нами была разработана, и это только часть контрагентов, которые на данный момент обладают кроссфункциональным потенциалом. Здесь справа я специально сделал, где обучение персонала, это самые базовые критерии, только по ним мы можем сделать естественный прирост без дополнительных финансовых вложений. Эта система проверена, и хотелось бы, чтобы с точки зрения количества участвующих объектов эта система расширялась, тогда мы действительно увидим картину в целом. Ну, я так понимаю, немножко из времени выпал, и я постараюсь ускориться. Значит, сервисы гостеприимства на транспорте, вот как базовый элемент, который я вам предлагаю, инфраструктура – это фундамент всего гостеприимства. Инфраструктура – это не только строение здания, инфраструктура – это то, кто нас возит, это то, кто нас встречает, от сопровождающих, гидов, экскурсоводов, наличие игр в тех или иных программах. Соответственно, так, мы, соответственно, все. По презентации я основные моменты озвучил. И поэтому что хочу сказать. В рамках нашей деятельности, в рамках участия в круглом столе, я бы хотел обозначить основную тенденцию, которая нам может помочь с точки зрения развития гостеприимства. Это выход на новые формы общения, прямое общение, на прямую коммуникацию. Интернет не всегда позволяет нам действительно пообщаться, понять, насколько мы можем быть друг другу партнером. Это вот показал ближайшие запросы на круглые столы среди туроператоров. Хотя вроде что проще, набрать в интернете туроператоры там Челябинска и найти их. Оказалось, есть определенные пункты, которые можно решать, и это будет усиливать туротрасль. И второй момент – это кроссфункциональное взаимодействие. Экономически оно выгодно. Необходимо смотреть, в каком объеме мы можем передавать клиентов, конверсию так называемую. Ну, собственно говоря, все. Спасибо.
Антон Владимирович, очень интересно. Мы конспектировали каждое ваше слово, потому что сейчас, готовясь к иннопрому, как раз собираемся выстраивать замкнутую систему hospitality и с удовольствием приглашаем. Еще хотела прокомментировать. Буквально через неделю еду на обучение по брендингу в Тюмень. Ну, Тюмень – это тот город, который я действительно люблю всем сердцем. Не просто так мы сейчас стали действительно термальной столицей России. Это горячие источники. Я прям всем рекомендую брать свои семьи, ехать. У нас есть прекрасный отель «Лето-лето», наши партнеры. Это и горячие источники, это и спа. Все в одном комплексе, с хорошим питанием, с хорошими программами. Однозначно да. Топовое место – это действительно наша набережная, четырехъярусная, мост влюбленных, в которых есть очень классные места. Если правильно сделать традиционные действия, то можно получить удачу и, значит, благополучие в семье. Не зря он мост влюбленных называется. Это покушать в ресторане 1586 на набережной. Прекрасный вид, это лучше делать вечером и желательно заранее забронировать в ресторане место. Очень оно такое. И отдельно я бы хотел рассказать, у нас есть безумно классные экскурсии по деревянному зодчеству. Проводит Авшитов, это наша гордость, отец и сын, это действительно люди, мэтры своего профессионального направления, связанное с деревом. Поэтому здесь, пожалуйста, посетите. Ну и в конце концов, позвоните мне, я вам обязательно покажу Тюмень и обзорные экскурсии. То есть мы обязательно вам поможем с этой точки зрения организовать. Да, спасибо. Слежу за Лидией Насоновой, это человек, который устраивает тайные ужины в Тюмени. Буквально 23 февраля проходил какой-то сумасшедший интересный ужин, подавали уху с нефтью. Представляете? Это безумно уху вкусно. С нефтью. Да. Да. Из пробирки в уху шеф добавляла нефть, гости вместе это все размешивали, пробовали, и все остались довольны. Крайне рекомендую, потому что я уже на своем веку этой ухи съел много. Да. У нас вообще все с нефтью. Уха с нефтью, кофе с нефтью, мороженое с олениной. Даже картины с нефтью. Да, картины с нефтью. В общем, используем как можем. И вообще есть такая легенда, что у каждого тюменца в каждую квартиру подведено 4 трубопровода. Это водопровод, нефтепровод, газопровод и труба с минеральной водой. Поэтому приезжайте к нам в Тюмень, будем рады видеть вас всех. Большое спасибо. Да. Прекрасная реклама региона, да, я думаю, настолько вкусно, сочно преподнесли, мы обязательно в ближайшее время станем гостями, да, и сами на себе попробуем все прелести туризма в Тюменской области. Ну а мы переходим к докладу соорганизатора нашего мероприятия, к докладу Светланы Ринатовны Кульмурзиной, директора Башкирского историко-культурного центра Свердловской области, филиала Дома дружбы народов Министерства культуры Республики Башкортостан. Светлана Ринатовна, вам слово. Микрофон? Да. Спасибо. Меня слышно? Микрофон включен? Вроде, да? Конечно. Добрый день, я приветствую всех на этой конференции. Я просто большая благодарность, что на нашу инициативу получился очень такой быстрый, оперативный отклик. И вот сейчас мы все здесь собрались, и есть возможность представить достойно нашу красивую, гостеприимную, доброжелательную Республику Башкортостан. Республика Башкортостан и Свердловская область очень тесно связаны своей историей. Территория Свердловской области – это часть исторического Башкортостана. Между нами достаточно небольшое расстояние. В течение одного дня можно сделать переезд, то есть мы размещены на расстоянии 8 часов в пути. Если посмотреть на карту расселения Башкирии в Свердловской области, то вы увидите, что Свердловская область, вы как знаете, что Башкирия – это история родов, и очень многие рода были размещены на территории Свердловской области, и сейчас эти рода проживают здесь на территории. Есть такой буклет Башкирии Свердловской области, в котором вы можете ознакомиться со всей этой нашей историей, и отдельное мероприятие в марте этого года.
Я хочу представить участников конференции со стороны Башкортостана. Во-первых, это Государственный комитет по туризму Республики Башкортостан. Сегодня у нас будет представлено научное сообщество. Это преподаватели кафедры туризма, гостиничного и ресторанного сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Будут выступления от туристических мест, от геопарков Янгантау и Таратау. И также будет доклад от Русского географического общества. Потому что Башкирия, в первую очередь, это, конечно, красота природы, красота гор, красота полей. И вот хотелось бы, чтобы у людей была возможность приехать в Башкирию и это увидеть. Если говорить по Свердловской области, то в Свердловской области проживает более 4 миллионов населения, из них 31 тысяча – это население башкир. Был создан Башкирский историко-культурный центр Свердловской области, и наша основная задача – это сохранение культурных традиций, возрождение самосознания башкир и создание условий по сохранению историко-культурных памятников и языка, традиций, культуры башкирского народа. И одна из главных задач – это способствовать гармонизации и налаживанию межнациональных отношений и укреплению дружбы между народами. И благодаря вот таким вот разным мероприятиям, да, взаимным обменам, то есть мы можем это с вами все и сделать. 2 сотрудника в нашем Башкирском историко-культурном центре – это я, Светлана Ринатовна Кульмурзина, и Руслан Рустемович Саубанов, это методист нашего центра. Располагаемся мы в самом центре города Екатеринбурга, в деловом центре Дубровин. Приглашаем всех в гости. Я рада вас видеть. И сейчас я бы хотела, чтобы камеру переключили на меня. Я хочу показать, как мы можем показывать Башкирию здесь. Большое спасибо. Камеру можно на меня, чтобы я... Мы попросим Виталия. Да, помогите, пожалуйста, с подключением. Я думаю, да, будет. Значит, смотрите, во-первых, всегда история взаимодействия, она начинается всегда, конечно, с еды. Да? Сейчас, например, мы ведем мастер-классы, они есть в Ютубе, есть в интернете. Сейчас есть литература, которую вы можете купить, рецепты башкирской кухни. И научиться самим попробовать готовить тот самый вкусный чак-чак, да? Готовить гуся. Далее, понятно, что это все делается через культуру, через сказки, через сказы какие-то, через какие-то истории. Есть много башкирских сказок, да, которые сделаны на территории Свердловской области. Знаменитые даже сказы Бажовой есть, да, где про Золотого Полоза, про его дочь, это где дочь его влюбляется в башкирского охотника. Плюс ко всему, посмотрите на мои украшения, то есть это мы говорим про то, что здесь, на территории Екатеринбурга, работают мастера, которые готовят стилизованные башкирские украшения. Этому можно учиться, и мы проводим эти мастер-классы. Конечно же, сейчас вам дальше после меня будут выступать наши спикеры, которые будут приглашать приехать и увидеть всю красоту Башкирии своими глазами. Спасибо большое за такую возможность. Я думаю, что это начало нашего сотрудничества большое, и мы очень можем во многом обогатить друг друга. Большое спасибо, Светлана Ринатовна. Да, аплодисменты, конечно. Я хотела бы вам выразить отдельную благодарность, потому что благодаря вашей инициативе мы смогли объединить и связать 3 региона. Сегодня проблемы туризма становятся злободневными. Сегодня идет переориентация именно на развитие внутреннего туризма. И я хотела бы слово предоставить следующему докладчику Галиеву Айрату Фауисовичу, заместителю директора глобального геопарка ЮНЕСКО Янгантау, город Уфа. Прошу Айрата Фауисовича подключиться. Я хотела бы также отметить, что в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значится около 30 наименований, которые попадают под пометку Российская Федерация. Это составляет чуть больше 2,5% от общего числа. Соответственно, прекрасно, что у нас Башкирия как раз парки природного значения получают такую популярность, да, и если рассматривать тот потенциал, который имеют субъекты Российской Федерации, да, и мировое признание, это дорогого стоит, потому что мы все на рынке территории боремся за инвестиции, за туристов. И прошу
Айрата Фуисовича продолжить наш диалог. Надеюсь, вы меня слышите, мы вас видим прекрасно, приветствуем. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Прекрасно слышно. Спасибо. Спасибо. Я очень рад, что нас пригласили, потому что Свердловская область для нас – это больше, чем просто соседний регион. Это наши друзья, это вот те самые соседи, с которыми хочется жить рядом и творить дальше, жить и работать. Можно сейчас включить презентацию. Так, если мне разрешение дадут на показ презентации, я ее вам покажу. Все замечательно. Тема моего доклада называется «Геопарк ЮНЕСКО от палатки до отеля». Сейчас как раз более подробно. Вообще, что такое геопарк? Вот, может, кто-то, возможно, слышал отрывочно, какие-то отрывочные сведения, но, к сожалению, нет понятия, да, что такое геопарк, для чего он нужен. Ну, вот здесь вот кратко. То, что геопарк – это территория с геологическим наследием международного значения, на которой реализуется стратегия устойчивого развития. Вот самое главное слово – это как раз устойчивое развитие и устойчивый туризм. То есть то, что сейчас вообще в общемировом туристическом тренде находится, то, что как популярно, модно. Но, к сожалению, вот если взглянуть на карту вообще геопарков в мире, то мы увидим, что основные геопарки расположены или в Европе, или же в Китае. Китайцы, они вообще молодцы в этом плане, они как бы увидели перспективы развития геопарков и вот так дружно, скажем, бросились на реализацию этих проектов. И сейчас больше всего геопарков в мире именно в Китае. А первый геопарк в России – это как раз наш геопарк Янгантау. Возможно, для свердловчан, для жителей Екатеринбурга слово Янгантау – это как бы не пустой звук, потому что очень-очень большое количество наших соседей Свердловской области приезжают к нам в Янгантау отдохнуть, поправить свое здоровье, а теперь еще и насладиться полноценным туризмом. Вообще, забегая вперед, скажу, что если берем мы по туристическому потоку, то на первом месте посетителей у нас это Челябинская область, с которой непосредственно граничим, на втором месте Свердловская область, и только на третьем это туристы непосредственно из Башкирии. Вот такой вот интересный момент. Если же говорить о месте расположения, то вот от города Екатеринбург до нашего геопарка всего лишь 320 километров. Ну, это, конечно, не очень близко, то есть это не как на Таватуй съездить, но тем не менее, я считаю, что 320 километров – это не такая уж большая по нашим российским меркам, не такая уж большая расстояние. В первую очередь, конечно, что привлекает? Это экологически чистый район, регион. Здесь самым крупным предприятием является цех по розливу минеральной воды. Вот представьте себе, других промышленных предприятий на территории района нету. Вот. Извините, пожалуйста, а мою презентацию видно? Просто я вот почему-то здесь у меня не показывается. Дайте обратную связь, пожалуйста. Только слышим вас. Презентацию не видно, да? Да что ты будешь делать? Ну, сейчас. Вы так я интересно рассказываете. Да, Да, я хотел, чтобы еще показать. Вот я бы хотела вас пригласить 20-22 апреля к нам на площадку Уральского государственного экономического университета. У нас будет проходить самый крупный среди всех вузов Российской Федерации форум, Евразийский экономический форум молодежи. И в рамках этого форума состоится масштабный фестиваль культур, который называется «Вокруг света за 7 дней». Он проходит уже в 11-й раз. И буквально за 3 дня гости праздника успеют глубже познакомиться с историей, самобытной культурой народов разных стран и, конечно же, субъекты федерации. Поэтому я вас приглашаю. Можно будет представить и презентовать свои аутентичные блюда, приготовленные, может быть, студентами
которые учатся у нас здесь, в университете, а также представить потенциал хотя бы такой микросхеме вашего парка и рассказать здесь очно студентам. У нас более 17 тысяч студентов обучается, поэтому всем было бы очень-очень интересно. И заодно и прорекламируете свои возможности. Да, ну хотелось бы и тут немножко показать, просто вот почему-то у меня пишут, что организатор отключил демонстрацию экрана участников. Так, организатором у нас является Башкирский центр культуры. Сейчас, насколько я понимаю, решается вопрос, да, но в любом случае, уважаемые коллеги, я прошу вас поделиться своими презентациями для того, чтобы мы могли их транслировать и передать нашим гостям и участникам, которые также подключены в режиме онлайн. Потому что, как говорится, что лучше один раз увидеть, чем услышать, конечно же. Поэтому Согласна. хотелось бы показать все-таки, ну вот, почему-то я нажимаю демонстрацию экрана и показывает, что организатор отключил демонстрацию экрана участников. Может быть, к нам сюда отправить? И мы Так, покажем. вот сейчас написано «исправляем». Тогда совершенно, да, если появится возможность, да, необходимо будет все-таки придерживаться регламента. Да-да-да, я поэтому хотел... Вкладывать. Нет, так и возможности, к сожалению, нету. Очень жаль. Ну, тогда придется мне вот хотя бы коротко рассказать о некоторых моментах, даже без демонстрации. Наверное, успеет за чатом писать тесты. А что за тесты? Ну, вот здесь это. Уважаемые коллеги, Коротко расскажу тогда про некоторые возможности просто. Кроме самого рекреационного потенциала, то есть кроме санатория Янгантау, вот если мы говорили о термальных источниках, то санаторий Янгантау является вообще у нас одним из самых первых в стране термальных санаториев, термальных курортов. у меня Катя пишет тест СИБУ-ПК, и там начало в... Основной лечебный фактор – это, конечно же, пар и термальные водные источники. Но в Башкирию приезжают еще, как вы правильно отмечали, за кухней, то есть за угощением. Ключевая наша фишка именно нашего геопарка – всю продукцию на 124 наименования продукции мы производим только из натуральных местных продуктов. И поэтому берут у нас не только мед, но берут и наши башкирские торты, медовые пряники, козлык – это колбаса башкирская, и очень-очень много продуктов. Более того, скажу, что вот именно свердловчане первые у нас начали экспортировать нашу воду в Кургазак. И вода Казырбак сейчас это, в принципе, в Екатеринбурге тоже продается. Еще о видах туризма. Это, конечно, в первую очередь туризм этнографический, который вот у нас в России только-только набирает обороты. То есть какая-никакая для жителей Екатеринбурга побывать вот в башкирских условиях, это тоже является такой определенной фишкой, определенной возможностью пожить в настоящей юрте, одеть башкирские одежды, пострелять из башкирского лука, да даже просто научиться ездить на лошади. То есть это все очень дорогого стоит. Для любителей активного отдыха, это, конечно, у нас есть сплавы по рекам. Вообще надо сказать, что около 40 тысяч туристов в этом году именно из Свердловской области, они сплавлялись по нашим рекам. Цифра вроде бы небольшая, но тем не менее это те туристы, которые не просто сплавились и уехали, а которые, так называем, оставляют деньги. То есть снимают жилье, покупают сувениры и как бы вот способствуют такому культурному обмену. Ну, Спасибо, Айрат. Время предполагает... Да-да-да, все, я поэтому заканчиваю. Вот спасибо еще раз за приглашение, которое я постараюсь вот в следующий раз все-таки приехать именно с нашим размахом, то есть привезти и продукты, и показать достойную, красивую презентацию. И, конечно же, мы вас всех очень приглашаем в наш геопарк Янгантау. Спасибо. Да, большое спасибо, очень ждем нашей скорой интеграции. А я передаю слово Галине Юрьевне Драгни, президенту Федерации ревизоров России, региональный представитель Общенационального союза гостеприимства в городе Екатеринбург. Галина Юрьевна, пожалуйста.
Конечно, добрый день. Здравствуйте. Начала волноваться. Я вас благодарю, Яна. А, Всем добрый день. Я рада с вами лично познакомиться и хочу рассказать вам и поделиться своим проектом. А, уф. Так, что-то у меня начинается супер волнение, которое очень редко бывает. Что касаемо Федерации ревизоров России, это экосистема, которая улучшает гостеприимство и клиентский сервис. Мы нашими волонтерами, экспертами, представителями создаем систему, которая улучшает клиентский сервис и гостеприимство. В наших рядах более 1000 волонтеров, экспертов, представителей, которые помогают улучшать качество жизни. Сервис и гостеприимство сейчас находятся на этапе зарождения. Мы хотим сделать так, чтобы Урал был центром гостеприимства, и чтобы мы развивали это направление в большую степень. Что касаемо наших задач. Наши задачи на 2021 год очень огромные. Я хочу улучшить, повысить качество сервиса путем открытия представительств Федерации ревизоров в 5 крупных городах России. Я уверена, что общими усилиями мы это сделаем. Я хочу организовать более 10 мероприятий, форумов, круглых столов, которые помогут связать и сделать синергию между потребителем и покупателем. Важно дружить со своим клиентом, со своим гостем. Сейчас все это, как я уже сказала, важно понимать те точки контакта, на которые нужно надавить. А вот подскажите, вы ввели такой термин интересный – улучшайзеры. Да. Да? Вот как можно к вам присоединиться и стать таким улучшайзером? Присоединиться к нам можно совершенно просто заполнить анкету на нашем сайте. Это займет буквально 10 секунд, и вы сможете с нами улучшать качество жизни людей лучше. Можете привести пример, когда ваши ревизоры помогли реальному бизнесу и улучшили сервис в конкретном ресторане, при этом, допустим, владелец ресторана не обиделся на ваши комментарии? Что касаемо обидок, такого на самом деле нет, но бывает очень редко. Могу рассказать пример, он случился недавно. У нас есть замечательный ресторатор Татьяна Заводовская, это кафе «Музей». Знаете, наши улучшайзеры приходили к ней более 30 раз, и в первые разы, когда мы только начинали предоставлять различную обратную связь, было определенное количество недочетов и по меню, и по общению с официантами, и в общем по обстановке. Все улучшили, все сделали, предприниматель, руководитель бренда доволен, в восторге. Наши улучшайзеры тоже счастливы, что помогли исправить зоны роста. А вам не кажется, что ваши ревизоры слишком скрупулезно вас десантом выгрузить где-нибудь в Париже, мне кажется, что вы найдете миллион недочетов, потому что там к сервису относятся, ну, так скажем, по-бытовому. Да? То есть многие вещи, посуда со сколами, она считается абсолютно нормальной, да, в
сервис. Да, И задача именно в этом. отлично, спасибо. Еще по целям и задачам я хочу создать межрегиональную группу экспертов, которые будут операцию ревизоров и посещать различные наши мероприятия, которые мы планируем делать, различные проверки, которые мы будем делать. И приглашаю вас, всех членов, участников круглого стола, присоединиться в эту и призываю создавать, оценивать гостеприимство всем вместе для того, чтобы улучшить качество нашей жизни, для того, чтобы вывести, наконец-то, из этого зародыша гостеприимство и клиентский сервис и привести к общему совместному результату. Чтобы все и потребители, и предприниматели были в синергии и находили контакт друг с другом. Я вас благодарю. Я немножко хотел добавить, просто Галина поскромничала. Дело в том, что ту систему, которую я презентовал, мы, на самом деле, не просто так сделали Галину региональным представителем. Ее организация делает самое главное. Если мы говорим о трендах и развитии туризма, то сейчас идет тренд, уход от клиент-ориентированности к системе гостеприимства и дружелюбия. Это принципиально разные подходы с точки зрения подготовки персонала. Гостеприимство не предполагает под собой сухой, даже выверенный подход. Она подразумевает под собой сохранение своей идентичности, национальное гостеприимство. При этом, когда и человек, приезжая на нашу территорию, чувствует себя комфортно. Клиент-ориентированность всегда идет в угоду запросу, что не всегда есть хорошо. То есть важно понимать, что основным трендом, о чем, собственно говоря, мы тоже говорим, как Общенациональный союз индустрии гостеприимства, является система гостеприимства. А это концептуально разный подход, не только система оценок того же гостеприимства, критериев, скриптов и прочее. И вот когда мы говорим о волонтерах гостеприимства, о ревизорах, об улучшайзерах, важно понимать, что хотят люди. И когда сращивается тема с желаниями и стандартами, мы получаем действительно комфортную, естественную систему, в которой мы можем сделать клиента не клиентом, а нашим другом. Ну, об этом мы можем поговорить уже там отдельно, кулуарно. Вот, собственно говоря, хотел немножко добавить. Спасибо. Да, большое спасибо. Я хотела поблагодарить Галину Юрьевну за то, что она активно работает с нашими студентами. И в рамках празднования Всемирного дня защиты потребителей она проведет ряд открытых лекций для наших студентов. Ну а сейчас от федерального проекта мы перемещаемся в Башкортостан, и я бы хотела пригласить к выступлению Артура Радиковича Бектимирова, заместителя директора геопарка Таратау. Надеюсь, вы меня слышите, Артур. Расскажите, пожалуйста, у вас уникальный объект, который находится на таком грандиозном барьерном рифе, который сформирован был еще буквально 300 миллионов лет назад. Да, то есть вот эти вот шиханы, да, они уникальные и всемирно известные геологические объекты. Артур, вам слово. Да, я слышу. Добрый день. Здравствуйте. Да, действительно, как вы правильно заметили, место расположения геопарка абсолютно уникально. Я хотел бы продемонстрировать, если это возможно, презентацию. Я не знаю, как у вас сейчас с техническими возможностями. Возможно ли это? Ага, все отлично. Итак, значит, геопарк Таратау, как вы правильно заметили, расположен в уникальном месте. 300 миллионов лет в этом месте было теплое море, и на сегодняшний день мы можем лицезреть останки рифов и организмов, которые жили в то время в этом море и осели, в итоге окаменели. И этот риф, он вышел на поверхность Земли в одном единственном месте, здесь, в Башкирии, и это уникальная возможность наблюдать геологию, палеонтологию тех времен. Буквально, если, может быть, кто был, эти ракушки, они на поверхности этой горы находятся, и любой посетитель может их, естественно, их среде наблюдать.
Геопарк Таратау в целом, я не буду повторяться о том, что такое геопарки, коллеги из Ингантау вкратце рассказали. Остановлюсь более подробно на уникальности геопарка Таратау. 155 природных объектов, очень высокая концентрация. Здесь вот вы видите на слайдах. И многие из объектов являются уникальными, как, например, шиханы. Нигде больше не встречаются. Концепция геопарка предполагает обширное развитие территории, и у нас созданы проекты, вот вы сейчас визуализации видите, и эти проекты уже реализуются на сегодняшний день. Как правильно было замечено, система навигации очень важна в сфере туризма, поэтому мы работаем над этим, и у нас разработаны различные маршруты и системы навигации, о которых я чуть позже еще вкратце остановлюсь. Также важной частью работы геопарка является устойчивое развитие, как ранее было озвучено, и устойчивым развитием в нашем понимании является сохранение экологии с повышением уровня загруженности территорий туристами. Здесь мы ведем работу по созданию экотропы на гору Таратау. Гора Таратау, она не только является историческим объектом, но также она очень уникальна с точки зрения биологии и флоры и фауны. Здесь много эндемиков краснокнижных растений, и чтобы их сохранить, не затоптать, мы будем строить уже в этом году лестницу и экотропу на вершину горы. Также уже в этом году запланирована работа, и она уже ведется по созданию этнодеревень. Здесь будет комфортабельные места размещения. Мы знаем, что турист сегодня избалован, и едет турист не только тот, который привык ездить по родному региону, но и тот, кто привык к зарубежному сервису. Поэтому мы готовим для них места размещения с высоким уровнем. И также здесь в этом комплексе будет располагаться музей, юрта, традиционная башкирская юрта, где можно будет окунуться в быт Башкирии. Также на территории геопарка расположен медиплавильный завод Воскресенский, исторический объект. И в этом году был выигран конкурс и финансирование в размере 45 миллионов на благоустройство территории вокруг. Концепцию вы видите. Также на 2022 год запланировано благоустройство территории вблизи санатория Красноусольский. Санаторий Красноусольский – это отдельная история. Коротко останавливаться не буду, могу говорить про него часами. Уникальнейший объект, и со всей России люди едут отдыхать, восстанавливать силы. Система навигации – это комплексная, мы к ней подошли. Сюда входят и таблички, навигационные панели, сайт, мобильное приложение и многое другое. Из реализованных объектов уже построен первые две верхние картинки – это визит-центр. Это центр, где он расположен у горы Шихан-Таратау, и здесь будет основная точка притяжения туриста, то есть турист здесь может получить необходимую информацию по дальнейшему его маршруту по геопарку в том числе. Также обустроены, нижняя картинка – это санузел. Санузел – это наша гордость, то есть это как раз-таки к теме комфортного пребывания в дикой, так сказать, природе. И мы сделали его действительно комфортным. Видите, душевая есть и так далее. Также из реализованных проектов это совместно с предпринимателями был реализован этнокомплекс на базе юрт, то есть круглогодично можно останавливаться и в юрте, и жить в настоящей юрте, ночевать – это отель. Также у нас разработаны коробочные решения для инвесторов. Мы активно привлекаем инвесторов, чтобы они заходили на места размещения и питания. Разработана концепция общая, чтобы не выбиваться за рамки и в этой синергии создавать действительно качественный продукт, комплексный на всей территории. Вот визуализация объектов, которые планируются к застройке силами инвесторов.
Это кониферма, палаточный лагерь, база отдыха и эпицентр – это центр меда. Также про палаточный лагерь Воскресенская. По замерам туристов вот были вопросы к Ирине Германовне. Здесь также мы проводили замеры и буквально по 1000 человек за 5 часов в выходной день. Это причем прошлое лето. В этом году мы ожидаем еще большие притоки. Это одна единственная точка. Также мы уделяем большое внимание культурно-событийной программе, потому что событийный туризм – это тренд сегодня и тренд в условиях пандемии. И поэтому мы разрабатываем большую, обширную событийную программу и привлекаем туристов тем самым. Также с точки зрения, вот, о чем говорили ранее коллеги, удобства с точки зрения доступности информации в мобильном телефоне, мы в этом плане продвинулись, я считаю, очень далеко. У нас есть мобильный сайт, где очень удобно удобно представлена система навигации. Также она представлена в мобильном приложении, то есть вот здесь есть визуализация слева на картинке на сайте, но то же самое есть и в мобильном приложении. Есть все объекты размещения, можно на них кликнуть, получить информацию, то есть объекты достопримечательности природные. И также можно получить информацию о том, где в ближайшем месте к этим природным объектам можно покушать и можно переночевать. Это очень удобно, то есть клиент, турист может очень точно спланировать свой бюджет, свой тайминг, то, что он хочет увидеть и так далее. И немаловажный факт, мы подались в этом году подали заявку в Всемирную сеть геопарков ЮНЕСКО, и этим летом ожидаем визит комиссии. Также планируем по стопам наших коллег, друзей геопарка Ингантау, вступить в глобальную сеть ЮНЕСКО. Это будет второй геопарк ЮНЕСКО в России. Спасибо за внимание. Большое спасибо, очень интересный доклад. Надеюсь, что вы тоже примете наше приглашение, и в конце апреля мы встретимся у нас в Екатеринбурге. А сейчас слово передаю Григорович Мариане Дмитриевне, телеведущей, продюсеру, руководителю молодежного департамента Ассамблеи народов Евразии. Марианна – человек уникальный, 2 года проработала телеведущей travel-проекта по России от Первого канала и проехала более 14 регионов, в том числе побывав и в Башкортостане, и в Тюменской области, но, к сожалению, в Свердловской области вы не были. Марианна, добрый день, рада вас приветствовать. Да, видно меня? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, на самом деле, хотелось бы в первую очередь сказать, что очень обидно за нашу страну, потому что мы объехали 13 регионов и видели столько всего интересного. Но вот наши люди, если честно, не знают таких интересных вещей в наших регионах. Вот, например, в Тюмени мы тоже пробовали суп с нефтью. Это было очень интересно, Антон. В Калмыкии было потрясающе. Башкирия тоже очень яркий регион. К сожалению, да, в Екатеринбурге и Свердловской области мы не были. Мы видим удачные примеры. Мне кажется, Байкала, который сейчас популяризируется в сети, в Мурманске, также Тереберки сейчас очень популярная история, куда ездят. Вот. Но мне кажется, главная проблема, что наши люди не знают, зачем ехать в другие регионы и что они там получат. Вот. Соответственно, сегодня я представляю Ассамблею народов Евразии, молодежное движение. Мы занимаемся, не так давно начали заниматься. Вот. И как раз-таки в июле будем проводить конкурс по успешным техникам туристическим, да, какие проекты максимально успешные, какие тренды сейчас есть. Также приглашаем наших коллег к участию. Мои контакты я в чат сброшу, чтобы можно было связаться. Вот. Ну и, конечно же, хочется подчеркивать, чтобы мы развивались в плане освещения вот этих интересных трендов, которые есть в регионах. Желаю всем удачи. Большое спасибо, Марианна. Спасибо.
также очень-очень жду с надеждой, что вы к нам приедете. Мы активно с вами проработаем даже дорожную карту общих мероприятий в рамке популяризации евразийского духа молодежного, да, и на территории, конечно же, России и других стран. Спасибо вам большое за участие. Да, спасибо. Да, следующее выступление. Приглашаю для следующего выступления Сметанину Ольгу Олеговну, президента Свердловской региональной общественной организации «Клуб общественных инициатив». Ольга активно популяризирует проект «Россия – добрая страна». И слово вам. Спасибо. Так, как включить? Скажем. Все видно, отлично. Добрый день всем. Да. Я представляю проект «Россия – добрая страна», который был инициирован мной 2 года назад, и только вот буквально неделю назад мы презентовали его в Свердловской области. Цель проекта, сейчас я все расскажу и все покажу. Цель проекта, самое главное, популяризировать и создать позитивный имидж Российской Федерации, а также объединить усилия граждан для совершения общественно полезных поступков, формирования и укрепления актуального позитивного имиджа страны на международном уровне. Задачи проекта. Мы собираемся организовывать мероприятия с целью информирования об общественно полезных действиях граждан Российской Федерации. Эти мероприятия на данном этапе проходят только в Свердловской области, но буквально через месяц или 2 мы будем популяризировать этот проект на всю Россию. Воспитание толерантности, сострадания и уважения в гражданах Российской Федерации. Все знают, что сейчас очень нестабильная обстановка как в стране, так и в мире, и добрая нотка, она очень необходима и очень нужна, и пришла такая классная идея. Почему бы не сделать такой проект, чтобы все стали добрыми, хорошими, каждый день совершали хорошие поступки. Задачи проекта вы видите на слайде, они очень на самом деле простые. И для понимания информирования, привлечения потенциальных участников проекта «Россия – добрая страна» с помощью социальных сетей и хэштегов. Хэштег вы видите. Вот он здесь немножко неправильный. У нас 2 нижних подчеркивания, сейчас дальше будет видно. Программа проекта. Участникам проекта «Россия – добрая страна» потребуется обязательная регистрация на сайте. Сайт сейчас в технической разработке. Далее ежемесячно каждому участнику необходимо будет совершать минимум 1 общественно полезный поступок и размещать информацию о данном поступке в своих социальных сетях с хэштегом «Россия – добрая страна», тем самым привлекая новых участников и внимание общественности. Каждые 3 месяца у нас будет проходить поощрение амбассадоров проекта «Россия – добрая страна» путем вручения почетных грамот, благодарственных писем и крутых классных подарков от партнеров. Представляется возможность раз в год на благотворительном балу поощрять амбассадоров проекта письмами и почетными грамотами от губернатора Свердловской области. Но наши перспективы на этом не заканчиваются. На всероссийском уровне мы планируем, что раз в год самых активных и добрых участников проекта со всей России будут презентовать губернаторы, и одна большая премия будет проходить рано или поздно в Кремле, в Москве. Да, здесь уже написано, что совместно с Фондом детства мы будем проводить торжественную премию «Россия – добрая страна», где будут награждаться. Вот примерный перечень общественно полезных поступков, которые могут совершать люди хоть ежедневно, хоть ежемесячно. Главное – зафиксировать все это дело на фото. Купить еду бездомному, помочь донести сумки тяжелые кому-то, организовать мероприятия для детей, посадить дерево, собрать мусор в парке, перевести пожилых людей через дорогу, пропустить кого-то на дороге, поменять лампочку в подъезде, можно даже в чужом подъезде. Главное, зафиксируйте это, и вы будете амбассадором проекта «Россия – добрая страна». Приведите себя путешественника или того, кто попал в сложную ситуацию. Благоустроить двор или оставить в подъезде лишний зонтик с запиской и так далее. Очень интересные. Здесь список может пополняться. Вы понимаете, что любое доброе дело, даже придержать дверь кому-то, это все равно доброе дело, и почему бы об этом не рассказать другим людям, чтобы все присоединялись. Добро слагается из бесконечного количества мельчайших поступков, которые рано или поздно изменят этот мир к лучшему. Вот наши благотворительные проекты, которые мы проводим, Фонд детства и Клуб общественных инициатив, который я возглавляю. В течение 10 лет мы занимаемся благотворительностью и укреплением позитивного имиджа Свердловской области в этой сфере. Теперь вот, собственно, Россия. Спортивные, инклюзивные мероприятия. Предлагаем присоединиться каждому жителю, чтобы мы объединились в одном добром деле. Наша организация уже много лет занимается созданием проектов различной направленности. Мы рассматриваем и утверждаем более 20 благотворительных проектов в год. Выступаем за инициативу создания новой социальной среды, где поддержка ближнему стоит на первом месте. Также мы стараемся сделать все, чтобы жители нашей большой и великой страны оставались вовлеченными в общественно полезную деятельность, и хотим поощрить эту вовлеченность. Спасибо за внимание.
Ольга, огромное спасибо. Сразу же захотелось стать чуть-чуть лучше и пойти творить добрые дела. Да, обязательно. Обязательно. У нас, кстати, одна из коллег в Снежинске развивает проект благородства, и с удовольствием передам вам контакты. Я думаю, что она будет вашим амбассадором. Тема социальной корпоративной ответственности, она сейчас... Я передаю слово Анастасии Николаевне Шелко, учредитель проекта «Гастрокарта Урала», координатор межотраслевого ресурсного центра уральского гостеприимства. Анастасия, расскажите, пожалуйста, вы как единое окно уральского гостеприимства планируете ряд мероприятий на 2021 год. Что будет в марте, чтобы мы с коллегами смогли присоединиться? Очень рада всех приветствовать. Я, наверное, тут со стульчика к тумбе не пойду. У меня маленькое выступление. У нас замечательный межотраслевой ресурсный центр уральского гостеприимства, который работает уже 2 года на территории Свердловской области. Мы объединяем все предприятия, которые включают в себя гостеприимство. Это отели, рестораны, какие-то социальные службы, бытовые. Вот. С кем соприкасаются люди и чувствуют, или есть гостеприимство, или его нет. В марте у нас запланировано 5 интересных, полезных мероприятий. Первое – это Zero Waste Club, который пройдет в УрГЭУ 3 марта. Анастасия, поясните, пожалуйста, коллегам, может быть, не все знакомы с Да, я и хотела сказать, что это система безотходного производства, которая в Екатеринбурге будет развиваться так же, как в европейских городах. И совместно с администрацией Екатеринбурга, с торговым центром «Мега» мы реализуем этот большой проект. Следующее мероприятие пройдет также в УрГЭУ 15 марта. Это открытая лекция Центра правозащиты Нины Владимировны Голубевой, и она расскажет о том, как бороться с потребительским экстремизмом в ресторанном бизнесе, потому что не всегда гости с добрым посылом, как ревизоры, приходят, а иногда приходят и с плохими мыслями. Вот, как с ними бороться. 16 марта также в УрГЭУ пройдет лекция президента Федерации ревизоров Галины Драгни. И 19 марта в библиотеке Белинского будет панельная дискуссия с экспертами ресурсного центра «Стратегия создания уральского гостеприимства Ural Hospitality». Вот. А также важная лекция 23 марта в Атриум Палас отеле, где мы будем разбирать вопрос именно правового использования музыки совместно с РАО и ВАИС. Потому что музыка включается, используется во всех заведениях, на фестивалях, и без музыки ни туризм, ни гостеприимство не могут существовать, но за все нужно платить, и чтобы делать это немного, но соблюдая закон, об этом расскажут наши эксперты. У меня все, спасибо. Да, и важно сказать, что если вовремя не позаботиться, на большой фестиваль может быть наложен штраф до 6-7 миллионов рублей. Поэтому, товарищи рестораторы, мы относимся к малому, среднему бизнесу и такими средствами не всегда располагаем. Да. Для примера, мы проводили в понедельник 22-го фестиваль в Меге, и наш взнос за использование музыкального сопровождения составил 15 тысяч рублей. Да? Если бы это было штрафом, да, то расчет был примерно следующий бы. 4 часа делим на среднее количество песни. За одну песню штраф в РАО 20 тысяч рублей, в ВАИС 29 тысяч рублей. Итого организатор заплатил бы 6 миллионов рублей. Суды у нас на стороне правообладателей, и в данном разделе права действует презумпция виновности. То есть если вы использовали чужой продукт, защищенный авторскими правами, за это нужно платить. Просто мы как к налогам должны к этому привыкнуть. Поэтому, коллеги, да, все, кто обладают проектами с контактные точки, присоединяйтесь 23 числа в Атриум Палас отеле, будем качественно и подробно изучать эту тему. Ну и вообще по всем вопросам гостеприимства, и правовым, и информационным, welcome to Ural Hospitality, ресурсный центр межотраслевой. Дадим все контакты, познакомимся с экспертами, поможем. Да, большое спасибо.
Также я передаю слово сейчас Минибаеву Айрату, председателю Гафурийского местного отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан, Уфа. Пожалуйста, Айрат, вам слово. Так, меня видно, да? Да, очень хорошо видно и слышно. Хорошо. Добрый день, дорогие наши, как говорится, организаторы. Спасибо за то, что вот в таком формате организовали такое важное мероприятие. Значит, я представляю Русское географическое общество в Башкортостане. У нас создано более 60 местных отделений, и вот как самое лучшее отделение есть возможность у меня сегодня выступить. У нас, значит, есть направления образовательные, туристические, то есть очень много. Самые популярные на данный момент у нас проекты, которые очень хорошо развиваются, это проекты «Башкирская кругосветка», это посещение крайних точек Башкортостана и центра, географического центра Башкортостана. И следующий проект – это «Уральский барс», где туристы совершают восхождение на 7 тысячников Южного Урала. Вот, конкретно хотелось бы остановиться на Башкирской кругосветке, именно в Гафурийском районе. Это уникальное место, вот, площадью, район площадью более 3000 квадратных километров. У нас, значит, западная часть – это равнина, а восточная – это горная часть Башкортостана. На одном участке собраны уникальные объекты. Мы, как Русское географическое общество, работаем в комплексе с геопарками. Вот, Каратау работаем в комплексе и помогаем развивать вот эти объекты. То есть проводим экскурсионные, образовательные маршруты, создаем. И вот еще один момент, который в предыдущем докладе у Артура Радиковича был, это как раз «Золотой гвоздь России». На территории нашего района забит первый «Золотой гвоздь России». Это уникальный объект геологического наследия, где представлены именно организмы, отпечатки древних организмов, которым более 295 миллионов лет. Вот. И для туристов очень интересно. Буквально вчера у нас была группа туристов, то есть, которые имели возможность и образовательную сферу, научную сферу, как говорится, окунуться. И рядом находятся минеральные источники известные, красносольские, где отдыхают, реабилитацию проходят даже космонавты наши. Вот. И, соответственно, и с точки зрения этнографии у нас маршрут, у нас на территории района находится самое крупное село, башкирское старейшее село, это Саид-Баба. Ей более 300 миллионов лет, там находится Башкирский историко-культурный центр. Там же находится, у нас в прошлом году был реализован проект, грант, это «Сердце Башкирии» называется, где установлены юрты в виде цветков курая и показаны народные промыслы нашего края. Вот, то есть приезжайте, у нас очень активно, бурно развивается. Ну и геотуризм, он в последнее время популярен стал. Вот, в плане того, что мы содействуем, помогаем и в развитии детского туризма, вот именно с научной точки зрения. Потому что у нас, приведу пример, буквально в прошлом году ребята, которые к нам приезжали в течение вот лета, ну, внутренний туризм, дети и школьники, вот они потом заинтересовались этими всеми объектами и написали исследовательские работы. То есть и вот эти дети заняли первое место по России во всероссийском слете краеведов Отечества. То есть это о чем говорит? О том, что дети не просто посещают эти объекты, а они до конца, то есть дальше изучают, исследуют, и как бы большая польза для них, большая плодотворную работу ведут. Вот, хотелось бы об этом сказать. Большое спасибо, Айрат. На самом деле очень интересно, и мы, конечно же, с удовольствием, если будем у вас в республике, посетим ваши достопримечательности. Спасибо большое, Айрат, и приглашаем к нам в Екатеринбург в конце апреля. Будет уникальная возможность представить достопримечательности республики в рамках фестиваля «Вокруг света» за 7 дней.
Большое спасибо. Передаю слово Рамзиной Снежане Александровне, доценту, заведующей кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета. Снежана Александровна. Да, спасибо большое. Всегда ваши выступления очень интересные, такие научные и практически ориентированные. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня, когда говорим о потреблении в туризме и гостеприимстве, рассматриваем его, наверное, не слышно, как ядро социальной структуры, как выполняющую такую конституирующую роль в организации всего тренда клиентоцентризма. И нас в нашем исследовании, которое проводили на кафедре, интересовал символический аспект и информационный аспект потребительских практик. В сфере туризма и хорка речь идет о поиске, присвоении, использовании и уничтожении ценности продукта, которое происходит со временем. Исследование проводилось с декабря по февраль. Было опрошено 93 человека. Это люди, которые приезжали в Екатеринбург с целью экскурсанты/туристы, посетить, это значит приезжие, да? Дальше гости предприятий общепита, местные жители, которые... И плюс еще очень интересно было наблюдение в отношении изменений потребительских практик у тех, кто приезжал на спортивные матчи, которые проводили на центральном стадионе. Во время пандемии была трансляция. Потом летом потихонечку начали обеспечивать посадку живую матчей. И часть респондентов, которые отвечали на вопросы в рамках нашего исследования с целью определить изменения потребительских практик, они как раз были на этих матчах. И вот про них немножечко отдельно, потому что они достаточно особняком. Основные тренды в изменении потребительского поведения, которые привнесла цифра. Во-первых, во всем прослеживается философия антиконсюмеризма. В частности, вместо дальних путешествий поездки на небольшие расстояния, это понятно, вместо Турции мы едем по регионам. Дальше, вместо отелей скорее сервисы A&B, скорее апарты, потому что так легче, это то, что отвечали, да, потому что так легче соблюдать санитарные дистанции, меньше контактировать. Это первое, вот антиконсюмеризм, который считывается. Дальше меньше налички, меньше наличных денег, меньше контактов. Вообще отмечаем очень значимый рост доверия к онлайн-платежам, но у аудитории возраста старше 40 90% представляет из себя ценность безопасности перед угрозами фишинга, картинга и прочим формам меняющимся интернет-мошенничества при реализации онлайн-платежей. Дальше, следующее. Значимость цифровых каналов в цепочке ценностей потребителя. Среднестатистический взрослый, наша исследовательская аудитория – это от 17 до 70 лет, из них 69% были женщины. Среднестатистический взрослый проводит в смартфоне, речь идет проводил 2019 год 2 часа 55 минут, а в 2020 году эта цифра возросла на 68%. Да, нет, я вас обманула, простите, на 43% у взрослых и у людей до 18 лет 68%, вот эти маленькие, которым не было 18. Пенсионеры больше заходят в сети, на 37% увеличилось время, которое они проводят в социальных сетях. Дальше следующий тренд, и тренд, наверное, последний, знаковый, о котором хотела рассказать, это появление новой потребительской привычки лайвстрим-шоппинга, который подразумевает
встроенность в цепочку ценностей туриста, в цепочку ценностей гостя, тех онлайн-трансляций от ведущих знаковых для полезной аудитории инфлюенсеров. Это топ-блогеры, видеоблогеры, лидеры мнений, в зависимости от сегмента. Принцип в организации, вообще принцип в оценках потребителей напрямую связан с нативным маркетингом, с контентным маркетингом, но при условии, что этот контент, он в отношении туристской презентации дестинаций, дальше онлайн форматов продвижения, стриминговых онлайн форматов продвижения, точек размещения, которые были популярны в пандемию, разных, хоть хостелов, хоть гостиниц, трешки, четверки, не имеет значения. Вот. И если контент попадает в новостную ленту, значимую потребителю, в этом случае, безусловно, он окажет влияние на выбор потребителя. А вот дальше. После снятия карантина, полного снятия карантина, 71,4% собираются смотреть туристские трансляции вот этих вот стримов в сфере туризма и хорика. Если не получится посетить место вживую, 19% намерены продолжать это смотреть, 9,5% не собираются вообще больше погружаться в онлайн с той активностью в силу усталости от нее. А вообще, вот на ответ на вопрос, вы обращались к онлайн-трансляциям объектов туризма и гостеприимства. Те, кто смотрел до пандемии, тут цифры статичные, они не изменились ни капельки, их поведение не изменилось. Те, кто не смотрел до пандемии, число выросло практически в 2 раза. Те, кто иногда смотрел трансляции, если это попадает в новостную ленту их сетей, например, их число снизилось, это опять усталость от онлайна. И ценности, которые утверждаются в ответах респондентов: комфортно расположиться в удобном месте 47,6%, экономия времени 46%, возможность увидеть пространство с разных ракурсов, не только с одного места, это ценности онлайн, я имею в виду практик, сфера туризма хорика, 39,7%, не рисковать заразиться 32%, не испытывают, не помню, не знаю. В общем, в целом, в общем, так. Без цифры современный потребитель, новый потребитель уже себя не мыслит. Это вот если обобщить все то, что мы поняли по результатам. Спасибо. А у меня вопрос небольшой. Скажите, пожалуйста, очень мне понравились цифры. Я вот прям на себя примерил, что я 24 часа на 7 уже в телефоне. А где можно посмотреть ваш доклад или вот эти данные, потому что они очень интересны и для разработок программы? Где это можно посмотреть? У нас в апреле в Гуманитарном университете будет конференция. В рамках конференции результаты нашего исследования будут опубликованы. Обязательно поменяемся контактами. Спасибо. Да, большое спасибо, Снежана Александровна. Я также себе зафиксировала ваши цифры, и они нам необходимы для как раз формирования нашей замкнутой системы уральского гостеприимства и встречи гостей Иннопрома. Я передаю слово Максиму Юрьевичу Венгеру. Это преподаватель кафедры туристического бизнеса и гостеприимства, а также практик реального бизнеса ресторанного, человек, который ведет большое количество ресторанных проектов. Максим, подскажите, насколько мы готовы, допустим, к Иннопрому, а дальше и к встрече гостей Универсиады через пару лет? Есть ли у нас интересные проекты, которыми мы могли бы похвастаться, и мы уверены, что сервис там будет на уровне? Коллеги, всем добрый день. Во-первых, Яна Юрьевна, смотрите, что я хотел вам сказать. Во-первых, все чаще и чаще российский туризм, да, с каждым годом приобретает все больше и большую силу. И вот жителям Уфы, Башкирии большой привет, потому что мне посчастливилось у вас в Уфе жить по работе чуть меньше года.
И вот когда говорила Мариам Григанович, да, по поводу того, что когда она опрашивала, да, местных жителей, это действительно так. Я все-таки предполагаю, что основная все-таки задача на данный момент – это информировать именно сначала местных жителей по поводу достопримечательностей, куда им в выходные съездить отдохнуть. Да, понятно, что есть туристы, которые приезжают, и даже такой момент, что когда проживал в Уфе, я даже у коллег спрашивал, куда съездить на выходные. И каково было мое удивление, что когда я залазил в интернет, ездил по экопаркам, потом приезжал, рассказывал, они делали такие глаза, что да вы что, у нас здесь такое есть. И вот все-таки я предполагаю, что вначале нам нужно сначала прокачать именно местных жителей. Это очень непаханное поле. По поводу 23... Да, ту идею, которую я услышала. Да, и вот как раз очень, у да, Антона. очень хорошая идея по поводу таксистов, да, которые довозят из ЖД вокзала, аэропорта, да, прокачивать их именно вот с точки зрения, я Мы же думаю, всегда что... спрашиваем у таксистов, а Куда? что местные едят, куда местные ходят. Последний раз, я очень часто передвигаюсь на такси, последний раз меня даже таксисты спрашивают, попадаются такие таксисты, которые, видимо, приезжают в Екатеринбург и живут недавно, там, где пельмени поесть, где сходить отдохнуть. Вот. По поводу 23-го года, я думаю, что мы готовы, мы проснулись, мы в боевой готовности в плане ресторанного сервиса, мы не подкачаем город Екатеринбург для того, чтобы принять многотысячную, да, команду там, из всех регионов для того, чтобы показать какой-то уральский сервис. Открылось очень много ресторанов с точки зрения именно уральского продукта, да, и даже если ресторан не провозглашает себя идеологом в плане уральской кухни, но блюда есть. В плане продукта мы все чаще и чаще, рестораторы, начинаем использовать именно местный продукт. Большое спасибо, Максим. Да, спасибо вам. Коллеги, приглашаю вас в Екатеринбург посмотреть, какие рестораны мы открыли даже в сложном 2020 году. И уверяем вас, мы не будем встречать вас уральским чо, да, а мы подготовили очень много интересных и вкусных гастрономических сюрпризов, которыми будем удивлять. Я передаю слово коллегам из Уфы, преподавателю кафедры турбизнеса и туристического бизнеса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Пожалуйста. Всем добрый день. Меня зовут Хисамудинова Альбина Фанисовна. Я старший преподаватель кафедры туризма гостиничного ресторанного сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Хотелось бы начать свое выступление с того, чтобы поблагодарить вас всех за приглашение, за возможность принять участие в вашей конференции. Скажу сразу, мы очень хотели приехать лично, к сожалению, у нас это не получилось. Надеемся, в дальнейшем все-таки мы сможем на ваше мероприятие приезжать и знакомиться для того, чтобы обсуждать какие-то вопросы, проблемы, возможно, обсуждать перспективы совместной деятельности и так далее. Я бы хотела включить презентацию. Так, да, сейчас... Хотелось бы обсудить с вами такой момент, как вызовы будущего системе высшего образования в области туризма и гостеприимства. Хотелось бы сказать, что процессы и тренды, которые сегодня происходят в современном обществе, среди которых в первую очередь, естественно, цифровизация и глобализация, напрямую оказывают существенное влияние на систему профессионального образования, которая сегодня приобретает принципиально новый вектор развития. Принципиально новый вектор развития отражается в острой необходимости формирования прежде всего дополнительных цифровых компетенций, диджитал-компетенций, софт-компетенций у выпускников образовательных учреждений. В Республике Башкортостан подготовкой кадров для индустрии туризма и гостеприимства занимаются 3 вуза, несколько колледжей, но старейший центр по подготовке кадров находится у нас, на нашей кафедре. Мы 25 лет уже готовим специалистов для этой области. И несмотря даже на наш опыт, практика деятельности современных предприятий индустрии туризма и гостеприимства показывает необходимость новых подходов и требований к системе профессионального образования. Так, например, сегодня очевидно, что для эффективной деятельности современного гостиничного комплекса
недостаточно просто грамотно организовать технологический цикл обслуживания гостей, да, то есть то, чему мы учили наших студентов еще несколько лет назад. А сегодня необходимо использование широкого спектра информационных технологий. Это уже не просто автоматизированная система управления отелем, например, это система управления продажами, в системах бронирования, это бесконтактные сервисы, это бесключевой доступ, это роботизированный ресепшн и так далее. Все эти цифровые технологии, программные средства требуют адаптации, оптимизации и администрирования. И таким образом становится понятно, что будущий ательер, будь то рядовой сотрудник, будь то руководитель департамента или управляющий гостиничным комплексом, наряду с профессиональными компетенциями должен иметь значительные цифровые компетенции в администрировании в том числе. Все это приводит к тому, что перед современными вузами, в частности, перед всеми вузами, и в частности, перед теми, которые готовят кадры для индустрии гостеприимства, формируются определенные вызовы, которые сегодня уже, наверное, можно назвать современными трендами в образовании. И в рамках всего происходящего, наверное, уже даже можно говорить о том, что делается такой вектор в направлении, что возможно реализация нашего профиля больше даже в рамках профиля, я имею в виду гостиничная деятельность, в рамках такого направления, как 09, да, то есть прикладная информатика. Такие варианты тоже рассматриваются. Вот. Но здесь необходимо говорить о том, что сегодня трансформационные процессы, которые уже запущены и неизбежны, и которые усилились и усугубились в рамках пандемии, сформировали явные тренды, в том числе такие как образование, современное образование длится всю жизнь, да, то есть это образование длиной во всю жизнь, да, сейчас мало кто ограничивается только 4 или 6 годами, да, обучения. Потом это помимо овладения навыками универсальными и профессиональными, это овладение такими так называемыми навыками будущего. То есть что сюда относится? Это умение учиться, это актуализация знаний, это умение управлять своими знаниями и так далее. Вот. Также в рамках всех происходящих процессов остро стоит вопрос об этике цифрового образования, вот, так как вопросы плагиата или вопросы очень многие не продуманы еще в рамках современной цифровизации образования, это тоже уже один из вызовов и трендов для образования. И еще один момент, это, наверное, то, что преподаватель сегодня уже это не просто преподаватель, то есть современная система в лекции, преподаватель читает лекцию или проводит практическое занятие, не всегда работает. Это так называемая работа вот во время дистанционного обучения с черными квадратиками, то есть преподаватель сегодня это уже и шоумен, и ведущий, который должен привлечь внимание обучающегося, в том числе такими-то нетрадиционными форматами обучения, да, то есть квизы, кейсы какие-то и так далее. Вот, и это все, наверное, выливается в общий такой тренд современного образования, это цифровизация образования. Спасибо большое, Альбина Фанисовна. Я бы хотела передать слово вашему коллеге Ольге Айбулатовне Хайретдиновой, доценту кафедры туризма и гостиничного бизнеса. Спасибо большое, до свидания. Большое спасибо. На самом деле ваша тематика, она, конечно, перекликается с тематикой Ольги, цифровизация туризма. Это и барьеры, это и новые точки роста. Ольга, есть возможность подключиться? Да, я подключена, слышно, видно, все в порядке. Приветствую, передаю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, я очень рада присутствовать сегодня здесь. Повторюсь, тоже мы искренне хотели приехать к вам очно, но, думаю, обязательно это состоится, и мы обязательно поприсутствуем на новых и новых ваших мероприятиях. Я сегодня действительно, тема моего доклада – это цифровизация туризма, глобальные тренды и региональные барьеры. Сейчас я запущу презентацию. В действительности я, скажем так, мотивированный исследователь, активно занимаюсь изучением
различных технологических решений для развития туризма, о том, как туризм перекликается с рынками НТИ. Долгое время мы с коллегами пытались найти обоснование для создания отдельного рынка НТИ. И надо сказать, что этот процесс уже начат, уже достаточно большое экспертное сообщество присоединилось к этому, сформировать рынок национальной технологической инициативы Travel Tech. И здесь сосредоточены как раз-таки различные цифровые решения, исследования, стартапы, которые бы внедряли сквозные цифровые технологии в туристическую деятельность для ее совершенствования. Конечно, говоря о трендах, мы достаточно часто изучаем тренд в горизонте нескольких лет, и в целом сейчас основная аналитическая база, которая у нас присутствует, она в целом подтверждается до 2019 года. То, что касается 2020 года, еще официальные данные по году не опубликованы, и мы можем опираться только на экспертные оценки, на какие-то исследования, опросы, которые проводили сами. Но прежде чем рассказать про то, что нас условно из сегодняшнего дня, что мы видим, что нас ждет в будущем, я предлагаю немножечко посмотреть на состояние цифрового туризма в России, о том, что на самом деле цифровая трансформация отрасли у нас находится еще в состоянии такой ниже средней зрелости. Мы только в активной фазе перестройки находимся, но то есть только 50, чуть больше половины туристических компаний имеют свое какое-то представительство в интернете, и всего лишь треть осваивает коммерческие функции интернета и ведет туристические продажи. Так, например, наиболее активными в этой сфере являются туроператоры и средства размещения. При этом турагенты и транспорт менее заинтересованы в выходе в интернет. Но отчасти это обосновывается тем, что основная целевая аудитория как раз-таки турагентов – это те, кто привыкли покупать и потреблять в офлайне. Но, тем не менее, 2020 год привнес в туризм не только негативные кризисные явления, но и есть позитивные, которые открыли новые точки роста, зоны роста, как раз-таки связанные с изменением модели поведения, модели потребления у многих сегментов рынка. То есть, как правило, до этого считалось, что основными потребителями цифрового туризма являются молодежь до 35 лет и женщины, активные пользователи смартфонов и компьютеров. То сейчас эта оценка несколько пересматривается экспертами. Дело в том, что в цифровое потребление, в том числе потребление развлечений, за период локдауна была привлечена дополнительная треть новая пользователей от общего объема. То есть если у нас количество активных пользователей социальных сетей увеличилось почти на 20 миллионов с лишним, объем трафика различных стриминговых сервисов возрос до 75%, то есть это говорит о том, что у нас существенно расширился именно пользовательский объем, пользовательский охват. И многие из них в период локдауна как раз-таки опробовали первую покупку, ту самую рискованную покупку в онлайне, и, скорее всего, в дальнейшем они станут активными пользователями и цифрового туризма в том числе. Говоря о цифровом туризме, надо понимать, что здесь скрывается, о цифровизации туризма, здесь скрывается целый набор и комплекс технологических решений, которые формируют travel-тех направления, то есть начиная от самого оптимального и базового, это сайты, это система электронного документооборота, система учета CRM, ERP, также инструменты онлайн-продажи, мобильные приложения, различные чат-боты и программные боты, которые бы работали автоматизированно, общались с клиентами. Это облачные технологии, это
технологии и методы динамического пакетирования, также инструменты кибербезопасности, интернет вещей. Ну, вот, кстати, вот, что касается уже интернет вещей, большие данные, блокчейн, распределенный реестр, дополненная виртуальная реальность, менеджмент, технологии менеджмента Agile и DevOps, это уже относится к продвинутым технологиям. И в этой сфере у нас порядка менее 15% компаний начали внедрять подобные технологии, но, однако, 40% там из опрошенных было опрошено более 1000 компаний, и более 40% планируют в горизонте 2 лет начать внедрять данные технологии. И, исходя из опыта уже внедренных цифровых решений, вот оранжевой линией отмечена индекс эффективности решений, то есть, это пользовательская оценка. Как мы видим, что у продвинутых технологий, кроме интернета вещей, потому что не сформирована еще инфраструктура, для этого достаточно высокие позитивные оценки. То есть из возможных 5, например, тот же самый обработка больших данных берет 4,6%. Ой, не процентов, а баллов. И, однако, помимо, скажем так, распределения по технологическим решениям, есть еще понимание того, что, конечно, внедрение подобных инноваций и новаторских решений в деятельность компании зачастую доступны компаниям с большим объемом выручки. То есть есть даже некая такая взаимосвязь, то есть чем меньше выручка, тем меньше вход в travel-тех и в цифровой туризм у компании. То есть, как правило, скорее всего, присутствует некие нестабильные финансовые состояния и так далее, и поэтому они свой взор определяют на, скажем так, управление и на менеджмент в других направлениях, не в развитии компании. Но, переходя уже к последствиям 2020 года, в течение года мною были проанализировано большое количество патентных заявок в зарубежных странах, где рынок цифрового туризма находится в более высоком состоянии зрелости. Также были проанализированы различные аналитические записки и прогнозы различных экспертов. И в результате я выделила 6 направлений, именно технологических, которые в 2021 году, скажем так, начнут укрепляться, и в горизонте 5 лет они будут, 3-4 года будут регулярно расти именно в направлении travel-tech. Это голосовые ассистенты, причем здесь выделяются отдельно как агрегатные голосовые ассистенты, то есть с каким-то аппаратом, так и облачные, которые могут встраиваться в мобильные системы. И эти ассистенты бы вас сопровождали в течение всего путешествия, они бы могли отвечать, реагировать с использованием искусственного интеллекта на ваши фразы, подстраиваться под вас, под информацией с ваших устройств, то есть о том, сколько время, какой заряд устройства, куда бы вы хотели поехать и так далее. Дальше это различные альтернативные инструменты финтех, это и бесконтактные оплаты, системы бесконтактной оплаты, и также альтернативные способы оплаты, альтернативные способы передачи ценности от пользователя продавцу. Дальше это мультифункциональные приложения, так называемые супер-апс, когда пользователю становится все доступно в рамках одного сервиса, начиная от поиска, начиная от формирования мотива, поиска предложения, выбора, покупки, реализации его в цифровой среде и сбора отзывов, предложений, сформировать свое впечатление, закрепить его и так далее. А также локдаун и достаточно долгое домашнее времяпрепровождение стимулировали существенный спрос на рынке индивидуальных устройств для дополненной и виртуальной реальности, тем самым сформировав такой хороший спрос, хорошую динамику роста спроса на виртуальные и путешествия с дополненной реальностью.
Помимо этого активно развиваются технологические решения, связанные с искусственным интеллектом, а именно обучением искусственного интеллекта общению, то есть тем самым замена различных роботов, там, телефонных, чат-роботов, программных роботов, которые бы могли общаться достаточно непринужденно и свободно с нашими пользователями. Ну и, конечно, это интернет вещей, несмотря на то, что индекс эффективности достаточно низкий в общем travel-техе, но это связано с тем, что инфраструктура данного направления не очень развита. И как раз-таки интернет вещей является концептуальной технологией, основной базовой технологией в формировании такого понятия, как умный туризм. То есть когда у нас есть умный багаж, у нас есть умная система там, различных, ну, там, от холодильника до кондиционера и так далее. То есть если вы, например, с экскурсии возвращаетесь в ваш дом или номер, то по вашей геолокации и направлению движения там, кондиционер уже понимает, что вы едете домой, начинает охлаждать к вашему присутствию в помещении. Спасибо большое. На самом деле те тренды, которые вы представили, они будут определять туризм в ближайшие 2-3 года. Поэтому я вас приглашаю принять участие в одном из 42 конкурсов научно-исследовательских работ с денежным хорошим премиальным фондом в рамках Евразийского экономического форума молодежи. Это площадка Уральского государственного экономического университета. Она раскроет двери, будет ждать участников из 70 стран. При этом, если у вас не будет возможности приехать, вы всегда сможете подключиться онлайн, так как формат форума был выбран гибридным. Большое-большое вам спасибо за доклад, очень интересный. Надеемся получить в ближайшее время вашу презентацию, а также презентация всех докладчиков. И большое вам спасибо. А сейчас слово Яне. Мы сейчас открываем микрофон и, пожалуйста, привлекаем вас в наш диалог. Есть ли у вас какие-то интересные сообщения для того, чтобы вот в течение ближайших 10 минут мы смогли это обсудить? Вопросы, предложения, интересные мероприятия. Мне кажется, мы успели презентовать очень интересный событийный календарь мероприятий по 3 регионам России. И единственное, что нам предстоит вместе скооперироваться, и благодаря поддержке даже сообществу ревизоров России, да, транслировать информацию об этих мероприятиях уже за пределами наших регионов. Большое-большое спасибо всем участникам круглого стола, всем, кто подключился в режиме дистанта. Отдельное спасибо. И за увлекательные доклады благодарим вас от всего оргкомитета круглого стола. До новых встреч, друзья! Очень интересный опыт, который нам необходимо будет масштабировать и на постоянной основе внедрять в нашу практику. Спасибо вам, коллеги. Спасибо, коллеги. До новых встреч. До новых встреч. Сейчас предлагаю сделать общая совместная фотография. Спасибо.